Я в то время был маленький. Все его ровесники, которые с ним были, их уже давно нету. Магомед Яндиев чертами лица так схож с человеком на фото. Это его отец Беслан Яндиев, красноармеец, участник Великой Отечественной войны. Это единственная фотография ветерана, которая сохранилась после переезда семьи Яндиевых из Казахстана на родину в 1957 году. Боясь потерять и это драгоценное для них фото, они размножили его несколько экземпляров. У матери спрашиваю, где они, там что-то же должно быть. Да ну, говорит, зачем они нужны? Железки, мол, детям отдали, они пораскидали их, там, порастеряли. Тогда, говорит, за них никто и не думал. Сначала был у нас большой фотография с орденами, с медалями, там еще кое-что разобрать можно было. Отдали его на реставрацию, там, забрал эту фотографию и пропал. И ни его, ни фотографии. Беслан Абиевич Яндиев родился в 1914 году, был призван в Лабатинский район Орджоникидзевского края. После армии в первые же дни войны ушел на фронт. Известно, что с 42 по 43 год он воевал в составе 45-го гвардейского стрелкового полка 17-й дивизии Калининского фронта. Когда ингушей в 44-м начали отзывать с фронта, Беслан Яндиев выдал себя за казаха, чтобы продолжить службу, и не раз показывал на полях сражений свою верность и мужество. Орден третьей степени, потом обороны Москвы, еще какой-то медаль, но тут непонятно, по фотографии плохо видно, именно за что. Я очень хотел бы, чтобы вот этот 3 медали, но за отвагу-то я понимаю, знаю уже, подтвержденные документы есть, кто дал, когда дали, за что дали. Вот на эти я не могу ответа найти до сих пор. Как бы я ни обращался, ни туда, ни музейным работникам, нету ответа. 28 августа 1943 года стрелка 7-й роты Беслана Яндиева наградили медалью за отвагу. Исходя из архивных данных, Беслан в боях за деревню Милеевка Шумячского района Смоленской области уничтожил 7 немцев и вынес с поля боя 10 раненых бойцов и командиров с их оружием. В августе 1941-го деревня была оккупирована гитлеровскими войсками и полностью освобождена в сентябре 1943-го. Только после окончания войны Беслан Яндиев уехал в Казахстан к своей семье. Доухан Яндиева старше своего брата на 8 лет, поэтому помнит об отце намного больше. Она часто улавливала отрывки разговоров Беслана Яндиева со служивцами и близкими друзьями за чаем. Порой, говорит Доухан, они смотрели на хлеб, который на столе был в изобилии, и вспоминали о том, как во время войны нередко приходилось запасаться кусочками хлеба в сапогах. Раненый был, Жизнь Беслана Яндиева оборвалась в 1964 году в возрасте 50 лет. Он похоронен на родовом кладбище в сельском поселении Нижние Чулки, а семья Яндиевых до сих пор ведет поиски большей информации о боевом пути ветерана. Лейла Гайсанова, Зарина Магушкова, Рамзан Зурабов. Новости 24.